Так, ну что, сделаю небольшой обзор по машине. Вот, машину отмыл. По техническому состоянию, там, ну, лампочки все вставил. Тут была лампочка там главного света перегоревшая, там ближний свет. Вот, их еще надо настроить, потому что фары смотрят вниз, они не настроенные. Вчера еле-еле с леса доехал. Вот, в целом, ну, внутри в салоне я убрался, придал лоска там и блеска. Насколько я мог, вот эти вот тряпичные сиденья я отмыл, но все равно там, конечно, пятна въевшиеся есть. Я не знаю, как их отмывать, ну и хер с ним. В принципе, если там сильно надо, можно чехлы купить, одеть. Вот. Но мне нравится, честно, вот эта тряпка, мне нравится. Она приятная, она вот как будто бы диван какой-то домашний, очень уютно. Мне нравится. То есть не все тряпки классные на ощупь, а вот это именно мне очень нравится. Потому что есть такие тряпки, они вот структурой, как сказать, такой крупноклеточный, наверное, и они вот так вот ерзаешь жопой, и они натирают тебе. Здесь вообще очень приятно. Ну, тут пятна, конечно, ну, тут дети сидели сзади, видимо, и тут вообще засирали, как могли. Там-то взрослые, вон там сидели, засирали. Тут дети. Не мои, до меня, мои. Ну, мои тоже засрать могут нормально. Вот, дети это такое. Кто знает, тот знает. Вот, так что я убрался, придал лоск, и машина вполне выглядит офигенно. Вполне классно. Машина, ну, чувствуется Hyundai, да, если вот так вот взять уж. Hyundai приходится конкурировать с множеством марок автомобилей, с той же Toyota, там, с американскими брендами. И чем они берут? Они берут много машины за вменяемые деньги. Вот, и вот эта Sonata, это прямой конкурент там Camry, Passat, там и множество таких представительских седанов, так скажем. Я не знаю, я на Camry не ездил, но вот просто читал, что типа Sonata, ну, вообще она лучше, чем Camry, там, по шумоизоляции, по многим вещам. Не могу сказать, потому что я на Camry не ездил. Вот. Ну, естественно, с Camry тех годов, сейчас я не знаю. Вот. Ну вот я ее отмыл, начал заниматься, и я начинаю любить машину. Вот что такое? Практически все машины влюбляюсь, которые у меня есть. Ну, не все, конечно. Вот изначально мне, конечно, седаны нравятся. Вот что ни говори, SUV, какой бы он ни был, вот форм-фактор седана мне очень нравится. Да, он непрактичный, в нем спать невозможно. Хотя одному человеку там можно спать, если сложить сиденье. Там можно просунуть ноги в багажник и спать. Для путешествий непрактично. Да, там по каким-то проселкам, то есть по плохой дороге, где нет асфальта, конечно, она потому что низкая, на ней неудобно. Вот, и седан, он, конечно, для города, круизить чисто по городу. Ну, по трассам, естественно, на трассе, потому что расход хороший. Но машина, мне это нравится. Внешне она очень красивая. Очень красивая. Ну, там мордашка такая вот. И особенно мне нравится то, что она в белом цвете. Это такой цвет белый жемчуг. И он по мне вообще офигенно выглядит. У меня никогда не было белой машины. И вот сейчас есть, и она мне очень нравится. Для жарких мест, как раз вот здесь, для Флориды, это самое оно. Вот. Ну и, конечно, мне с этой машиной несказанно повезло. За такие деньги, то есть за $650. Живая машина, живая. Просто с очень засорным салоном. Но в целом вообще классно. Сейчас еще буду продолжать делать там техническое обслуживание, там замена масла в коробке потихонечку, замена охлаждающей жидкости. Вот. Ну, естественно, вот эти косяки с краской здесь. Это, кстати, чисто заводской брак, вот это все. Мне одна женщина подходила, у нее тоже Sonata, только следующего поколения, и она говорит, видит у меня, что там сзади такая, говорит, обратись, типа, ну, к заводу-производителю, ну, или к дилеру, вот с этим косяком, потому что это заводской брак, и, типа, она обращалась, короче, вот с такой же фигней, у нее тоже облазил багажник, крышка багажника, и ей, говорит, покрасили ее. Но, если я вот так приду к дилеру, например, да, я же не с дилера эту машину покупал, меня, чувствую, пошлют там нафиг,
потому что кто я такой вообще. Одно дело, если ты покупаешь вот с дилера, то да, ты можешь предъявить, а что я им предъявлю? Они скажут, ну все, что-то, у меня никаких гарантий, ничего нет, так что меня пошлют куда подальше. Вот, а внешне мне очень нравится. Я говорю, она очень напоминает. Это, по сути, это корейская Toyota. Вот как у меня был Avalon. Она почти таких же размеров. Avalon чуть-чуть побольше, повыше. Немножко такая покрупнее машина. Авалончик. Это скорее, ну, больше на Camry, наверное, по размерам. Вот, и это вот похоже множество решений прямо на Toyota. Эргономика внутри, органы управления. Тойотовская. И это очень круто, потому что для меня это база, тойотовская эргономика. Так уж получилось, что моя первая машина Toyota была, да. Так что эта сонатка мне очень-очень нравится. Ну и, конечно, не могу не отметить качество исполнения все равно салона. Потому что вот после там 3 хозяев предыдущих, 11 лет, и вот как было засрано, вы видели внутри, как было все засрано, тут вообще ни разу не убирались, при всем я как бы убрался, все отмыл, и вполне неплохо выглядит салон. Да, тут чуть-чуть всякие вот такие мелочи, говорю, потертости, ну от ногтей там, от чего, все равно краска на месте здесь, почти везде краска сохранилась. Ну вот такие мелочи, конечно, тут тоже, наверное, ногтями тут ковыряли. Вот, и вот эту кнопку бы, конечно, поменять, потому что она весь вид портит на самом деле. Вот так. А так в целом все отлично. Тут кнопочки везде. Все нормально. Никаких проблем. По КПП. Ну, здесь вот непонятно какая-то фигня. То ли вот это можно, мне кажется, отодраить. По-моему, отдиралось. Но там надо какую-то металлическую щетку, наверное, взять, и все. Ну, и подлокотник здесь поломанный немножко, тоже, как обычно, по классике. Он не щелкает. Тут вот как не хватает одной детали на тут, ее нету. Вот. Ну, либо с разборки вообще целиком его взять. Я там видел, и были. Ну, это, видимо, частая проблема, потому что там многие тоже не закрывались, на тех машинах, которые я видел. Вот. А тряпичка, говорю, она мне нравится. Очень уютно, комфортно. Вот сидишь голыми ногами, да, вот я всегда тут, ну, Флорида, всегда в шортах езжу, и приятно. И когда солнце светит, то есть машина нагревается, здесь ты садишься, тебе комфортно, тебя не обжигает ляжки кожей, как вот на Volkswagen, где там черная кожа, и там садишься просто. Задница там корочкой покрывается от прожарки. Вот. Тут даже вот наоборот есть подогрев сидений, если нужно. Ну, вот тоже кнопочки потертые. Ну и вот здесь панелька, трещины пошли. Ну, мне кажется, это у многих машин проблема такая. И на Тойоте у меня была тоже панелька, трескалась, наверное, просто вот от солнца постоянного. Вот. Тут есть этот свет, вот так включается. Ты закрываешь, он выключается. То есть такое интересное решение. Вот, а так все, что надо, есть. Подключается по Bluetooth. Телефон, можно музыку слушать, там разговаривать, все, что хочешь. Кондиционер работает, потому что вначале не работал, сейчас все работает. Ну, классно, классно. Что еще пожелать? И, кстати, запары есть. У меня есть только ключ от него. Ну, тут нету кнопки старт-стоп, тут чисто от ключа заводишь, а брелка нету, чтобы машину там дистанционно блокировать, открывать. Я заказал брелок, я думал, ну, как обычно, как везде, да, там, чтобы новый брелок прописать, там делаешь комбинацию кнопок, нажатий, там, двери открываешь, как вот на Тойоте я делал. А нет, так не получится. Так здесь можно сделать только уже прописанный ключ, там, если после замены батарейки. Да, такая тема, что там после замены батарейки надо его прописывать. Вот, короче, черти вот так сделали. И нужен специальный тулс, то есть специальный сканер там для ключника. Я посмотрел, на $500-600 такой сканер стоит. То есть, чтобы прописать вот этот пульт, его просто так не пропишешь. Либо к дилеру, либо сам покупаешь сканер, там прописываешь. Короче, кембр, я не знаю. Может, когда-то до этого доживу. Потому что с ключом вообще так неудобно. Я привык, вот у меня на Dodge Journey был
бесключевой доступ. Это так удобно, ты ключ вообще не достаешь, он у тебя в сумке лежит и все. А вот это доставать ключ, это такой геморрой. Ты настолько вот уже привык к этим кнопкам, что ключ это, ну, кажется чем-то архаичным уже. А вот когда возвращаешься, конечно, это трындец. Очень неудобно. Ух, искупался, сегодня воскресенье. Какое сегодня число-то? 21 сентября. 21 сентября! Годовщина моего приезда с Восточного Кочевья. Мы с Настей приехали. 21 сентября мы в Чебоксары приехали. 2017 года, то есть 8 лет назад. Вот. Погода хорошая, стабильно, там на неделю вперед здесь будет 28-29 градусов, днем, ночью 23, ну, такой бархатный сезон сейчас прям. Вода теплая, народу много сейчас, уже разъехались, уже полиция всех прогнала отсюда, но народу было сегодня много. Красота. Едем на севере Флориды, здесь Форт Матанзас, такая красота, такие дорожки красивые. Крапивкой пахнет, речкой. Удочки не хватает бамбуковой. И рыбочку ловить. Вот здесь такой спрингс из трубы идет. Реально какая-то сероводородная вода, источник. Все белое здесь вон. В таком виде вы велосипед видите, наверное, последний раз. Вот у меня тут такие обновки появились. Будет все круто по фэн-шую. Уже не будет разных колес. Все будет красиво. Это, конечно, у каждого колеса тут история, но пришло время обновок. Ой, красота здесь по лесу мотаться вообще, кататься. Это уже мы между Джексонвиллом и Сен-Августином. Это где-то в 60 милях от Дайтоны. Мы приехали на машине сюда. Вообще класс. Так, а вот, собственно, сами обновки, про которые я говорил. Ай, вот это красота. Это ВТБ, как я называю. WTB, я не знаю, кто как называет. ВТБ, классная фирма. Обод сам, резина. Вот, сами обода стоят только $250. Резина стоит $100 пара тоже. Вот. Это все круто, но знаете, за сколько мне это все обошлось? $85. Всего лишь за $85. Я купил их с маркетплейса Facebook. Я нашел чувака, он продает этот комплект вот колес. С виду вообще не юзанные, как будто. Ну, они вообще в офигенном состоянии. Резина прям нулевое состояние. Комплект колес вместе с тормозными дисками всего за $100. Я сторговался и то за 85, потому что мне лень было далеко ехать. Вот, и всего за 85. Это вообще круто. Это просто подарок этих колес. Я просто давно хотел уже поменять колеса, но переднее еще куда не шло. Мне тут на переднем колесе надо было поменять диск передний тормозной, он кривой, поэтому я без переднего тормоза сейчас езжу. Вот, а заднее надо было колесо полностью менять, потому что оно кривое. Вот видите, вот я хочу поставить более широкую резину, хотел. Я это не мог сделать, потому что оно упирается сюда. Колесо криво стоит, потому что мне его собирали во Вьетнаме. Чувак собирал во Вьетнаме, и он неправильно его собрал. Он поставил спицы все одинаковой длины, а
тут надо короче ставить со стороны кассеты. Спицы нужны покороче, соответственно, чтобы был баланс. Вот, и он собрал как собрал. Ну, пофиг, мне тогда это было абсолютно пофиг. Главное, чтобы ездило. Вот, так что вот такие вот обновочки охрененные. Я вообще не могу нарадоваться. За $85. Одна резина, только комплект, говорю, $100 стоит. Шикарно будет все выглядеть. Сейчас даже поставлю их, посмотрю, как со стороны будет выглядеть. Ну, вон, толщина, уровень, конечно, разная. Вот, мне, потому что я сейчас по грунтам начал много ездить, поэтому мне нужны необходимые колеса. Ну, красота вообще. Красота будет. Сейчас настраиваю уровень фар, потому что они вообще в потолок, говорю, наоборот, в пол смотрели. Вот сейчас я приподнимаю их, чтобы видно хоть было. А то я вот последние 2 дня вот по темну ехал, вообще ничего видно не было. Вот сейчас поднимаю фары, здесь вон. Тут болты просто крутятся вот эти. Сейчас. Вот этот болт надо крутить. И с другой стороны тоже на фаре. И все, чики-пуки получается. Так, ну вроде настроил. Более-менее по уровню. Так, чтобы не слепить людей. Но тут слепить не получится. Тут лампочки самые дешевые с Walmart, они очень слабо светят. Очень плохие. Надо ледовские диодные покупать лампочки. Потому что эти вообще слабо светят. Особенно ты низко сидишь, и на низкой посадке прям вообще плохо видно все. И так дорогу мало видно. Но тут есть противотуманки, вот с ними, да, сразу лучше светит, конечно. С противотуманками. Но что касается подальше светить, там уже не очень хорошо. На камеру это лучше передается. В жизни похуже выглядит. Сейчас решил заняться кондиционером, потому что кондиционер не всегда работал. Я проверил, короче, из трубки низкого давления. Она была, короче, в красной зоне, в самом конце стрелка. То есть система была перекачана, и походу воздухом просто, потому что я там приспускал ее, там просто воздух выходил, короче. Вот, так что кто-то перекачал систему, и кондер не работал, короче, через раз, вообще не хотел вначале работать, потом как-то начинал, какой-то шум странный из компрессора был. Ну, короче, просто перекачали систему. Я просто спустил воздух до того момента, как начнет идти фреон, и все. Сейчас все заработало, трубка холодная, нормально. И в норме по давлению все. Так что все хорошо. На Луну хочет малыш, да? No one pick up. The moon is so hard to put in the space. The moon is hard because you cannot pick it up because it's heavy and strong. Малыш упал. Что, больно? На лужу наехал. Ну, дождик сейчас. Сейчас еще дождик будет тоже. Вон там тучки какие. Ты че на ровном месте, малыш? Ты че на ровном месте?
Это как медведь на велосипеде. В цирковом. Велик уже маленький, но вот для первого велика сейчас пойдет как раз скиллы оттачивать. То надо другой покупать уже. Так, ну что тут? Происходит процесс замены масла в коробке. Здесь конструкция коробки такая, что нету поддона, как обычно, как в нормальных коробках, где можно снять поддон, слить масло, снять фильтр, поменять. Здесь нет. Здесь фильтр, он где-то внутри, короче, стоит. В общем, неснимаемый. Там надо коробку снимать, разбирать все. Ну, это такая конструкция, значит, что завод-производитель не предполагает там. Короче, заливает масло на весь срок эксплуатации, типа. Вот. Сейчас я открутил здесь заливную горлышко здесь. Отсюда надо заливать. Но отсюда оно заливается очень медленно. Вот, поэтому я еще снял сейчас патрубок от радиатора охлаждения. Вот, чтобы оттуда воздух выходил, чтобы сюда масло заливалось, воздух отсюда выходил. Потому что здесь оно булькает, медленно заливается и булькает, и все разливается, короче, масло по коробке. Вот, сейчас буду сливать масло. Это я уже второй раз сейчас сливаю. Уже первый раз дня 3 назад заливал. Первая такая, она темненькая была. И коробка стала лучше работать прям. Она и до этого ездила хорошо, а сейчас прям еще лучше стала работать. Очень плавно переключается. Ну, 6-ступенчатая коробка, что поделать. Очень классно. Так, здесь вот крышка сама. Сейчас будем ее снимать. Сейчас масло уже должно почище там быть. Опа. Вот она течет. Ну, вот сейчас я второй раз сливаю, второй раз залью, и все. Должно быть чики-пуки уже. Она течет уже покраснее, чем было в первый раз. Я заметил, вот если ездишь по городу, нет смысла заправлять полный бак. Потому что, ну, машине приходится возить вес вот этого топлива всего. Соответственно, увеличивается расход топлива самого, потому что оно возит много топлива. Вот. Если ездишь по городу, нет смысла. А если по трассе, да, конечно, полный бак, там, когда доедешь, там, хер его знает, до следующей заправки. А по городу, как бы, лучше вот полбака заправлять спокойно. И машине будет легче. И как бы с заправками проблем нету, можешь постоянно заезжать, когда хочешь. Поэтому вот я сейчас что-то в коем-то веке решил полный бак заправить. Машине прям вот, ну, тяжелее стало. 18 галлонов все-таки как-никак ей приходится тягать. И, то есть разгон тяжелее идет. Вот, поэтому нет смысла. Больше полный бак в городе я не буду заправлять. Чё, прикиньте, чё, захожу на лодку, слышу какой-то звук, ну, кран как будто работает. А здесь в толчке воды дохерища. И вот, смотрите, шланг порвало. Офигеть, блин, от старости, видимо, не выдержал. И знаете что, это очень повезло, что я вовремя пришел, потому что таким макаром можно и лодку потопить. Я вот этого и боялся на самом деле, что там, пока тебя нет, где-то, ну, вода там под давлением в шлангах, что-то где-то не выдержит, и вот так вот можно спокойно лодку потопить. Но у меня билдж-памп есть, конечно, но этот билдж-памп, он много тоже не решит. Ну, если так будет много. Если ты вот уедешь, надо обязательно все выключать. Вот так, блин. Повезло, что дырочка там была маленькая, там она прям чуть-чуть сочилась как бы под напором. Вот, а если бы вообще шланг бы порвался, вот это было бы весело. Если вот так всю ночь, я не знаю, билдж-памп справился бы или нет, ну там хватило бы заряда ему или нет.
Потому что вот так боюсь, что можно и лодку было. Я бы пришел бы, она бы там на дне бы стояла под водой бы. Кобзец. Фу. Поэтому надо все шланги, все проверять и менять, чтобы они новые были. Потому что там тот шланг, я чувствую, он оригинальный. С 82 года. Сегодня 27 сентября. Вот, а сейчас Флорида в ожидании тропического шторма. Вон там он вдоль океана. Пройдет тропический шторм, он заденет нас по касательной. Вот. Я надеюсь. Но по всем прогнозам он так по касательной нас заденет, основное по океану. А еще дальше этого же тропического шторма параллельно будет идти ураган. Там какой-то категории, первой или второй, не знаю. В общем, нам везет пока. Все бильярдные шары проходят мимо цели. Ну а небо сейчас такое красивое. Сейчас дожди каждый день. Круто. Такие красивые закаты сейчас пошли. Просто восхитительно. Вы не представляете, я оживил свой айфончик. iPhone 12 mini, который я благополучно сломал вот практически 3 года назад, весной 2023 года, как раз перед моим путешествием на каяке, я решил, короче, поменять батарею, аккумулятор на нем. И сломал, короче, сделал все через жопу, не как обычно, но... в общем, я сломал, треснул экранчик, и все. Вот такая была проблема. Когда пытался снять дисплей, чтобы поменять аккумулятор. Вот. И вот что-то я думаю, дай-ка я попробую его оживить. Короче, заказал дисплей. Он стоит $25. На тот момент я смотрел, он стоил 65, сейчас 25. То есть нафиг никому не нужны эти дисплеи уже. Потому что как и сам телефон, по сути. Вот. И подключил этот дисплей пока. И все работает. Я зарядил его телефон. И все работает. И у меня, оказывается, короче, почти 6 часов видео там было не опубликованного. Такие вот дела. Тут потому что 256 гигабайт на этом айфоне. Я снимал, много снимал и не монтировал этого ничего. И вот я смотрю, там 6 часов видео. Обалдеть. Вот сейчас я его смонтировал, собрал там и рендерю. Рендер будет долго идти, там 500 с лишним минут, короче, видео. Ну, это чисто для домашнего архива, я выкладывать уже не буду, как бы это уже не актуально все, фиг с ним. Главное, чтобы оно сохранилось, потому что там очень много домашнего архива, много детей. Я раньше много детей снимал, сейчас, конечно, уже поменьше. Тогда они еще маленькие, ляльки были, и как бы много такого прям, очень много классных кадров, которые важны такие вот для себя, для семейного архива. Выкладывать я это не буду в широкий доступ, это не особо интересно. Но, я счастлив вообще, что его оживил. Наверное, потом все-таки закажу аккумулятор и поменяю аккумулятор. И соберу этот телефон уже нормально. Потому что, телефон классный, он реально, он маленький очень. Мне вот мини чем и нравится. Он маленький. Он размером очень маленький. И мне нужна камера. Я все хотел экшн камеру купить. Не знаю, вот. Что-то жалко денег, то скидок нету на Амазоне нормальных. Я хотел DJI что-нибудь купить. Вот этот iPhone, у него охрененная камера на самом деле. Я смотрю видео, которые я снимал на этот телефон, и они мне очень нравятся. Вот что-что, не отнять у айфона. Вот как он видео снимает, мне очень нравится. Вот на то, что я сейчас снимаю, Pixel, он хорошо снимает. Это Pixel 7 Pro телефон. Я вот и Миссури сплавлялся, на него снимал. Он классный, у него 3 камеры, да, на iPhone 12 mini у него 2 камеры, а здесь есть как бы телевик. Это, тоже классный инструмент, когда ты снимаешь, что-то далекое подснять. Вот, он классный телефон, но все равно вот какая-то цветопередача
вот iPhone, вот именно 12 мини, он вот какая-то ламповость есть вот у по цветопередаче. Мне он нравится. Вот не знаю почему. Вот просто нравится. Плюс цветопередача у самих экранчиков у айфонов, она, конечно, крутая. Ну, не знаю, вот что не отнять, того не отнять. Вот iPhone в плане съемки, проигрывания видео, съемки видео, это очень круто. Я тут смотрю, лодка одна кривовато стоит. Вон, ниже ватерлинии, короче, водой наполняется потихонечку. Здесь видно. Вот криво. Ну, водой наполняется потихоньку. Вчера я заметил уже, но сейчас еще сильнее стало. Где-то дырка там просачивается. Вот последствия шторма тропического и урагана, ураган в 400 милях где-то от берега идет. Ну, в общем, параллельно они идут, ураган и тропический шторм. И этот ураган к себе притягивает этот тропический шторм, и поэтому он чуть-чуть подальше от земли пошел. А так бы тропический шторм ожидался. То есть он к себе тянет. Вообще интересно. Такое, по-моему, первый раз там в истории, я даже читал где-то, такое происходит. Сейчас на ютубе нашел видеоролик, чувак ходит по авторынку, короче, показывает цены, что сколько стоит. Вот эта вот десятка стоит 200 тысяч. 200 тысяч, хрен знает какого года она там, 2000-го. 200 тысяч рублей. Для сравнения, вот эта вот моя соната беленькая, ласточка моя, вышла в 145 тысяч рублей в общем. Это, ну, если все считать. Я не говорю про 650 долларов, сколько 650 долларов там будет. 50 тысяч рублей. Считайте, вот эту сонату я с аукциона за 50 тысяч рублей взял. И вот эта вот десятка 2000 года стоит 200 тысяч рублей. Я в офиге с цен в России, конечно. Насколько автомобиль вообще нереально купить. Ну, это нереальных денег стоит просто. Такой хлам. Ужас просто. Невозможно. Я удивляюсь. И вот. 145 тысяч со всеми таксами, блин. И фи. Смотрите, что на лодке нашел. Шлифовальный круг по маркировке, вот декабрь 29 1925 года. Офигеть. Я его увидел раньше, что-то внимания на него не обращал, он там лежал в технической части у меня. Это раритет. 25-го, это получается ровно 100 лет этой штучки. Сейчас октябрь, 1 октября. Вот. Ровно 100 лет, офигеть. А я им воспользоваться как раз хотел, мне нужно кое-что сделать. Но он туго крутится, там уже смазки нету. Сейчас прочекал в интернете, сколько эта вообще штука может стоить. Ну, у нее особо ценности нету. То есть там я увидел там ценник 100 долларов, но это вообще потолок, типа. И то не факт, что уйдет за 100 долларов, но интересно просто. Краба тут такого заметил, красавчика. Вон. Голубой. О, как. Ты что, нормально с тобой там все? Спишь? Что он какой-то этот контуженный, что ли? Красавчик. Ладно, пусть там сидит. Большой. Пусть он.
Ну, великий Марюся. Круто. Не иди туда. Кроватку какую сделал себе. Дай бы я тоже. На улице такой кайф, сейчас такой ветер свежий. Не холодный и не горячий. Вот то, что нужно. Такой прям свежий ветер. Как вот эти ураганы проходят параллельно там вот в океане. И такую какую-то свежесть принесли. Я кайфую, хожу. Ветер перемен. Осенний. Тут с Катериной, красавицей, борщик сварили. Такой вот наваристый. Вообще уже миллион лет борщ не ел. Где-то мяско-то вот. Еще зелень. Говядинка. Сейчас зелени добавим. Да, такая вот красота с булочками. А что это? Без воды, что ли?